рисунок мамы. Надо сделать бусы на снежной королевы. Бусы для снежной королевы? С этим заданием мы справимся. Она же снежная, ледяная, значит, бусы у нее какие должны быть? Из чего сделаны? Да. Вот здесь, смотрите, замороженные бусинки. Быстренько. Для того, чтобы произошла реакция, нужно время. Сейчас наш лед постоит в горячей воде, и потом мы посмотрим, что же с ним произойдет. А еще можно сделать бусы из кусочков льда. Взять нитку, Даниэл, бери ниточку, класть ее на лед и сверху посыпать чем? Солью. Правильно, берем и сверху посыпаем соль. Совершенно верно, ребята. Соль создает соленую воду, а соленая вода растапливает лед. И потом наша ниточка постепенно примерзнет. Для этого тоже нужно время. Какое у вас следующее задание? Нам надо оживить бумажные цветы. Бумажные цветы. Посмотрите, у меня здесь есть макет луга, но на нем все цветы закрыты. Как же нам их оживить? Что любят цветы и все растения? Воду. Воду. А смотрите, у вас есть такие волшебные анализаторы, и в них вода. Возьмите их, пожалуйста, и давайте побрызгаем на цветы. Мы свои цветы будем поить. Все, молодцы. А давайте сейчас покажем, что же у нас произошло. Посмотрите, на нашем лугу цветы стали постепенно раскрываться, правда? А почему это произошло? Потому что в бумагах есть капилляры, тонкие волокна. Они заполняются водой, и цветы раскрываются. А какое у вас еще одно задание есть? Нам надо оживить бумажных бабочек, чтобы они смогли летать. А просто поможет нам в этом вот этот предмет. Называется магнит. Кто из вас знает, Даниэл, знаешь, что такое магнит? Да. Что? Магнит – это предмет, который притягивает разные железные предметы. Совершенно верно. Держи тебе твой магнит. Ладно, тебе твой магнит. А вот здесь есть бумажные бабочки. И есть, посмотрите, скрепки. Нужно скрепки одеть на бабочек, зафиксировать и поместить на наш лук. Берите каждый себе бабочку. Взяли? Вот и замечательно. Ладночка, одевай хорошо. Одевай хорошо. Положи магнитик, пожалуйста. Одевай бабочку. О, Даниэл уже сделал. Ты вот сюда, да? Нести свою бабочку. Держись на магнитик. Я приподниму сейчас макет лука, а вы давайте начинайте. Ланочка зацепилась бабочка. А на небо, пусть к солнышку твоя бабочка полетит. К солнышку. А к облачку полетела твоя бабочка? Да. Давай к облачку она полетит, я тебе помогу. Вот. Летит бабочка, вот полетела. Что следующее у вас какое задание? Нам надо найти ключ от волшебной шкатулки. Значит, там есть какое-то сокровище. Посмотрите, он, наверное, потерялся в этом песке. А мы сейчас с помощью магнита попробуем найти. Пробуем. Так, все, что нашли, складываем сюда. Так, еще. Вот, покажи. Нашли. Ну вот, значит, шкатулку мы сможем открыть. Давайте мы сюда положим все предметы и магнит. Ну, какое следующее у вас задание? Нам надо сделать на макете чудесный рисунок. Так, ладно, вот тебе фломастеры, спонжики. На спонжиках фломастером ты должна нарисовать точечки. Даниэл, ты подвигай к себе краски. Готово. А сейчас нужно взять ватные палочки, обмакнуть их в жидкое мыло. Вот у меня будет туалет. Так, опусти лампочку. Вот замечательно красиво. И обмакнувши в жидкое мыло палочку, дотронуться до капель. Ух ты, как красиво. Ладно, все. Давай. Вот как, смотри, какие рисунки у тебя, ладно, красивые. А это происходит реакция, когда жидкое мыло разрушает молочные жиры. И появляется такой волшебный рисунок. Эта наука называется химия.